Здорово, дядя Миша! Да, для меня вообще интересная такая форма крыльца. Поправь шапку, и я дальше поеду. Раз не хочешь со мной дружить, да. Со стороны кажется, что я разговариваю сам с собой. Есть какая-то немножко надежда, но слабенькая так. Давай сделаем из белки шапки нам обоим. Всем привет и Шурусь. Глаза солнце бьет. Сегодня у нас морозец такой. С утра было где-то 10. Сейчас, наверное, чуть-чуть на солнышко-то потеплело, но все равно морозец такой в тени. В тени даже очень прохладно. Ну, я не удержался, друзья. Не удержался, выехал на улицу. Сегодня прогулялись. Давно уже по Нивширской дороге центрально не ездил. Если смогу, до озера прогуляюсь. Поднимусь до дяди Миши. Что он там делает, я не знаю даже. Я уже 100 лет его не видел. Вообще живой же, наверное. Просто прогуляюсь там, да, посмотрю озеро. Там, короче, льдом-то затянуло. Я не знаю, рыбаки рыбачат или нет. Вот. Посмотрим, поездим, покажем. Вот так. Варежки такие, рукавицы уже. Ну, одет по-зимнему, все. Холодно. И чтобы не простыть. Главная задача, чтобы не простыть, ну и погулять. Я не знаю, показывать, нет. Идет пар, значит холодно. Морозец такой свежий воздух. Я долго уже сижу дома, да, от свежего воздуха немножко опьянел даже. Такой деревенский чистый воздух, и голова немножко кругом идет. Вот так. Все, я сейчас поеду к дяде Мише, съезжу потихоньку. Погуляюсь. Так. Приближаемся уже к дяде Мишиному дому. Не знаю, дома он или не дома. Но, во всяком случае, едем. Погода прекрасная сегодня. Раз выйдет, не выйдет, посмотрим. Никуда же, наверное, не ушел-то. Не ушел, уехал. Уехал, наверное, или нет? Не, вроде открыто. Сейчас позвоним. Выйдет. Biliyor musun çişli? Gördün? Ne? Burada. Сейчас позвонили, выйдет. Наш дядя Миша что-нибудь скажет. Вот. Здорово, дядя Миша! Что дома сидишь? Почему не на первом льду? Почему? Сегодня уже нормально замерзл. На ночь бы. Кельти бежит. Да, плотва плавится. Куда не? Сейчас. Да, рукавицы толстые. Önöz ya. Да? Поговорить пришел. Он у дяди Миши соседи через дорогу
восстанавливать старый дом. Не знаю, там кат попадает или нет, но... Молодые люди будут жить. Едем же. Тебе будет веселей. Вот. Люмба там тоже что-то сделал, веранду, да? Я до туду и обратно. И вот ты до Радборового. Вот я в начале видео сказал, что 10 градусов было, а дядя Миша говорит 15 было. Я, значит, поздно встал уже. Я сегодня до 7 спал. 4 часа утра было 15. Ну, ты рано встал. Шанги напек. Шанги не пек. Плохо. Короче говоря, неразговорчивый ты, значит, да, сегодня? 40 дней секи. Если войтва шонды улад войтеле. Лох шапка слушает меньшим. Поправь шапку, и я дальше поеду. Раз не хочешь со мной дружить, да. Разговаривать не хочешь. Уложик лежишь, да. Пеледис уложик лежишь, да. ЭНЦГ. Баля уже дис уложик лежишь. Баля. Во. Вот так, да. Съезжу сейчас. На обратном пути это. Он спрятался уже, увидел меня, да? Так, ну ладно, поехали. А? Что нового у тебя, ничего не скажешь потом? А? На рыбалку зимнюю не ходишь, значит? Летнюю закончил. Сколько рябцов? 20 на руку и 20 ушло. Ага. Понятно. Ну, понятно. А? Да, обязательно. Ну что, все, поехали. Ой, это вот жопа влияет. Так, съездим сейчас. Обратно буду ехать, покажу этот домик. Ну вот, друзья, там показываю. У дяди Миши-то новые соседи эти, которые через дорогу. Вот такой домик сделали. Ну, восстанавливая старый домик. Крыльцо такое интересное. Вдалеке, правда, я близко уже не буду снимать там зумом. Что камера вот заснимает. А это новый дворик. Новые соседи у дяди Миши. Тут старый дом был. И вот его восстанавливают. Нормально так. Даже это самое делали. Крыльцо такое интересное. Да, для меня вообще интересная такая форма крыльца. Да. Вот так. Пока, говорит, заселяться на зиму не будут, но все сделали, все аккуратно. Использовали горбыль этот бесплатный, который пилорами у нас дают. Просто так, главное это унеси с пилорами, чтобы он не мешался. Ну, тут церковь, пустующая церковь. Забросили почему-то. Служба не ведется. Ну, ни отопления, ничего нету, но летом-то, в принципе, можно было. И храм-то еще одна причина, что заработал новый храм.
что там пусто, народу мало, что здесь никого. С дядей Мишей поговорили, так, естественно, там не слышно. Надо, чтобы близко, а то я не могу ни к нему домой зайти, ничего. Вот такой момент скажу еще. Вот еду я, да, друзья, и когда на машине блогеры едут на машине, да, и разговаривают, показывают человека, это никто этого не видит. А когда вот я еду, например, да, и разговариваю, да, сам с собой, ну, людям же это со стороны кажется, что я разговариваю сам с собой. И получается, что такая смешная ситуация. Вот. Ладно, если я смогу, то съезжу до озера еще и потом уже опять обратно домой. Короче, друзья, вернулся я домой. Начал было на озеро ехать, но там дорога мне очень не понравилась. Она, во-первых, вот такая. Один лед и борозды такие от тракторов, от колеи, ну, колея такая. И колесо попадает в одну колею, и можно перевернуться буквально за секунду. Вот. Дров еще не привез, дрова еще пустое место для дров. Умка там воет. Вот. И ждем зиму. И что потом? Будем покупать дрова и заготавливать. Гуляю по двору, ну и решил немножко так поснимать себя. Короче, друзья, как я уже говорил, не доехал я до озера. Там очень дорога такая. Небольшая оттепель была, это все растаяло. Потом колея, это все замерзло. И очень опасно. Коляска такая наклоняется, ну, критически наклоняется. И лучше не рискнул, я перевернусь там, не дай Боже. И вернулся домой. Просто вот подышал свежим воздухом, и то хорошо. Сейчас буду уже заезжать домой потом. Вот так. Подышал свежим воздухом, это для меня уже кое-что. Очень, ну, так сказать, большая вещь. Такой морозец такой. Это не 15 градусов, которые весной. Или 10 градусов, которые весной, в марте. Это совсем другой холод. Это такой осенний, пронизывающий, первые морозы такие, когда ты мерзнешь действительно. Вот. А потом уже что? Ну все. Вот так еще я прогуляюсь там минут, может 20, может 30 по дворику, и еще заеду потом домой тоже. Вот так. Айда ушла из своего бункера. Это у родителей собака Айда. Она ошенилась, и щенки в будке, конечно. Она вышла, вот на солнышко греется. Умка-то в вольере, а она в будке живет. О. Айда! А. Собачка классная. Очень злая, когда она вот ошенилась, никто не смеет подходить. Вот так зимушка настает у нас, друзья, зимушка. Город пустой. Все, снега надо, потому что морозец и без снега это очень плохо. Вот так. Соседний дом, который летом я показывал, то начали тоже молодая девушка обживать, купили. Крышу поменяли, веранду сделали, фундамент сделали. Дальше, я не знаю, вот напротив солнца снимаю. А вон дровяник сделали, сарай. Вот. Сама что-то копошится еще там.
Не знаю, что это делает, да. Я за забором, к сожалению, не могу там близко подъехать. Ну и это оставили на следующий год уже, потом добивать будут там печку. Крышу андулином покрыли. Скорее всего, окна тоже пластиковые поставят, потому что эти окна уже гнилые, на зиму так немножко поправили и все. Веранда еще не обшитая. Ну, каркас готовый. Вот так. Там показывал у дяди Миши, там тоже молодая пара строит, ну, дом восстанавливает. Здесь есть какая-то немножко надежда, но слабенькая такая. Ну, друзья, прогулялся я немножко. Румянец на щеках появился. И такая приятная бодрость. Малиновый чай с малиной, с малиновым вареньем, что летом собирала Катюша там. Больше ведра, наверное, собирала. 2 ведра, наверное, собрала она так. За кадром слышится шум, потому что я приехал с прогулки, и Маша затеяла стирку, там стиральная машина шумит, и не стал уже отключать. Чай горячий, очень горячий. Жду, пока немножко остынет. Баранки, крендель там вон. Правда, это еще покупное, сами сегодня не пекли. Яськин говорил Маше, давай, я говорю, шанешки очень хочу покушать. Да. Может, сделаешь шанешки там в печке. На что Маша мне ответила, что полный забот хватает на сегодня, что без шанек. Давай, говорит, лучше купим там крендель в магазине, да, баранки, да, этим попьешь чай. Вот. Как толком, что было запланировано на прогулке, сегодня не получилось у меня сделать, конечно. Потому что дорога скользкая оказалась. Я не думал, что настолько скользкая будет. Там надо снег. Снегом закроет эти все мелкие колеи, и не будет скользко, и тепло будет. Нужен, друзья, снег. А так, пока действительно такая сухая. Вот для охотников эта погода самое то. Помню, раньше, когда еще ходил на охоту, помню, вот такая очень-очень редкая, сухая, холодная, без снега. Это в эту погоду, когда есть белка, белку стреляли. Помню, я с армии приехал, это перестроечный год такой, но не было ничего, ни денег таких, и еще дефицит, одежда там, про норковые шапки, вообще даже это как-то на грани фантастики для сельских, безденежье полное. И когда мы с Машей уже начали жить, это уже получается 93-й год, и такая же осень была, и я говорю, Маша, давай сделаем из белки шапки нам обоим, то есть мужскую и женскую. И вы знаете, от голубой норки белка, если правильно пошить, ничем не отличается. И действительно тогда, сколько там, на 2 шапки надо было где-то 45 штук. Ну это где-то, наверное, за неделю настрелял. И тут местный мастер нам шила шапки. И с Машей как бы. Я даже один раз помню, действительно мастер хорошо шила эти шапки. И я поехал в город, и в больницу там, и меня положили, как бы, и там уже по описью сдается, да. И там медсестра принимает, говорит, шапка, говорит, норковая она написала. Я говорю, не норковая, это не норка, я говорю, а какая? Я говорю, это белка.
И она такая, я говорит, подумала, что голубая норка. Она такая удивилась. Ну, а мне приятно было. Да, вот такая осень, как в этом году, это для белки, для охоты на белку самое то. Снега мало, холодная, сухая погода. Немножко тяжеловато собакам, чтобы немножко сырость была, потому что они чувствуют лучше. Вот, ладно, у меня чай остыл. Ну, вернее, не остыл, а как раз для питья аккурат стал. Я буду пить чай. Говорю вам до свидания, до новых встреч на нашем канале. Всем пока, друзья. Будут еще, надеюсь, прогулки у меня. Просто давно не выезжал на морозе и не привык еще и что-то замерз маленько. Сейчас согреюсь. Всем пока.